Пятая по счету битва нартов. Зал полон. Посмотреть на лучших представителей состязаний приехали настоящие любители спортивных зрелищ. Один из первых поединков предварительного карда — представитель Ингушетии против бойца из Кыргызстана. Лом Али Нальгиев, как сам признался, просто обязан порадовать болельщиков. Первый раунд боя убедительно забрал свой актив ингушский спортсмен. Во время второго соперник Нальгиева стал атаковать опаснее и попробовал перевести поединок в партер, но нарвался на контрмеры. В целом, весь бой прошел под диктовку ингушского бойца, и результатом его стала закономерная победа Нальгиева. Для любого бойца очень важна поддержка родной республики, и победитель не забыл поблагодарить своих болельщиков. Соперник был с характером. В боях самое сложное для меня — это битва характеров. Силы, скорость, она все пропадает, а когда уже характер включается, он безлимитный. Я хотел досрочно его выиграть, думал, были планы, как можно быстрее завершить, не получалось. Соперник стойкий, должен ему надо отдать. После предварительных боев начались самые ожидаемые встречи. Громогласная поддержка трибун. На рейдж выходит Александр Осетров и Селим Ювлоев, брат действующего чемпиона М1 в легчайшем весе. Поединок продлился все 3 раунда. Напряжение не утихало ни на секунду. Бойцы шли почти на равных. На последнем активнее проявил себя ингушский файтер. Однако делать преждевременные ставки никто не спешил. Но судейское решение оказалось для многих неожиданным. Вот так вот. Александр Осетров признан победителем. Еще одним украшением вечера стал бой Абубукара Местоева и Элиаш Алвеш да Сильва. Ингушскому файтеру противостоял опытный бразилец, который выступает на профессиональной арене смешанных единоборств с 18 лет. За 7 из них он провел 28 боев. Не знающий поражений, Абубукар Местоев в очередной раз доказал, что он остается одним из лучших ударников ММА. Напряженные 3 раунда. Ингушский боец выступал в новой для него весовой категории до 66 килограммов. Впрочем, со сгонкой веса проблем у Местоева не возникло. Он даже перегнал вес, в то время как соперник вышел в рейдж с желтой карточкой. Встреча в основном прошла в стойке, но были и моменты, когда ингушский боец заставил поволноваться. Итоги единогласным решением судей победу присуждают Абубукару Местоеву. Соперник оказался непростой. Я ожидал более легкого боя, чем нежели этот. Скорее всего, сказались травмы. Я целый год не выступал. Были определенные травмы, определенные проблемы. В этом бою я вышел с травмой с переломом носа. Поэтому бой оказался не таким уж простым, как мне казалось. В этом виде спорта травмы, они всегда с нами, потому что это очень жестокий спорт. Но я потихоньку залечиваю травмы. Они, если их хорошенько залечить, не влияют на остальные бои. И думаю, что бой за титул, я готов к этому бою, почему бы и нет. У меня 7 боев, я это доказал не раз, что готов выйти за бой. В главном бою вечера за титул чемпиона Лиги М1 на легчайшем весе сошлись Микаэл Силандер и Александр Доскальчук. Первые 2 раунда прошли с явным преимуществом украинского бойца. Спортсмены быстро перешли в партер. В 3-м раунде последовали минуты отличного бокса Доскальчука. Борьба за пояс, как ожидалось, выдалась напряженная. В последние минуты соревнований Силандер активизировался и даже забрал 5-й раунд с абсолютным доминированием. Впрочем, пояс чемпиона остался у Доскальчука. Я никогда не дрался 5 раундов, и поэтому мне были очень интересны эти ощущения. На самом деле это очень круто. Я очень доволен, что у меня получился бой на всю дистанцию с Силандером. Это для меня большой опыт. Это открывает все мои минусы, которые я должен дорабатывать. Поэтому я только доволен. 12 ярких схваток, в которых были заявлены самые известные российские и зарубежные файтеры. Ингушетию на арене представили 7 бойцов. Зрители на одном дыхании наблюдали за всеми схватками топовых спортсменов. Для республики это далеко не первый турнир под эгидой M1 Global. Победители состязаний получили путевку на другие турниры, такие как «Битва в горах». Вы знаете, ММА в республике развивается многочисленными шагами. Если первый раз, когда мы проводили его в 2012 году, у нас не было спортсменов, чтобы выставить на такой турнир, то уже наши ребята борются за чемпионский пояс. У нас уже 3 чемпионских пояса М1, еще один наш Ювлоев перешел в самую престижную компанию UFC. Это о чем-то говорит уже, да? Прямо на М1 у нас ребята стоят в очереди. Хотят выступить, и они уже достойны выступать в этом турнире.
Да, вот дальше, вы почаевы. Я организовал, я ходил. Когда я уже был, куда был, день тоже был. Там я хамби без, ведь не дал. Да, сейчас вот это бахнул. طبعا мероприятие حواشق دي دوق ويتي دايا واشتا دا شادي بو بير دي وكيشنا хабар гуч ويدوق спортсмен ви участвовать держи. Кайо молодежи хак уж борж. Больше спортом заниматься ди цан стимул легко цакейшнаха. Даже это бахал масти дихацию должен быть. Республика Ингушетия, здесь как бы это все налаженная работа и как бы много поклонников этого вида спорта, много ребят занимаются единоборствами. И, естественно, тут сегодня ажиотаж, интерес, захватывающие интересные бои и праздничная такая, по-боевому праздничная атмосфера. Самое главное, чтобы ребята без травм прошли эти бои. Это самое главное для бойцов, потому что сегодняшним турниром их спортивный, так сказать, год не заканчивается. У нас еще 2-3 турнира до конца года. И пока они находятся на пике формы, мы их хотим задействовать сейчас в этих турнирах. Белый Андер, все будет нормально. Работа над функциональной подготовкой, отработка навыков ведения борьбы в партере, повышение уровня ударной техники – основные составляющие успешных исходов поединков на таких турнирах. Начало, впрочем, давно положено. Ингушские бойцы из года в год идут к заслуженному триумфу. Зелимхан Калоев, Тамерлан Хамхоев, Новости 24.